Самостоятельно, без помощи сотрудников милиции из дранской тюрьмы сбежать невозможно, заявил на брифинге вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кубахия. Побег был организован. Это побег, сразу со всей ответственности могу заявить, что невозможно с абхазских тюрьм убежать, если нету предательства. Это не только предательство там, ведомственное, это предательство Родины. Все побеги, которые имели место и вот 2 дня тому назад, и до этого, это без помощи сотрудников милиции, это невозможно осуществить. Эти тюрьмы, особенно дранская тюрьма, и особенно ЭВС, это те тюрьмы еще, которые были построены в 30-е годы. Там все предусмотрено для того, чтобы самостоятельно, какой бы он там Тарзан не был, пройти, уйти невозможно. 3 сбежавших преступников – это Гурами Напшба, приговоренный к 15 годам заключения за убийство, Ривазу Грихелидзе, приговоренный к 11 годам за покушение на убийство, и Бачуки Латария, ранее уже совершавший побег из СИЗО, осужденный на 4 года за похищение человека с применением оружия. Заключенные СИЗО через незапертые двери проникли в административный корпус. Далее на 2-й этаж, где взломали оконную решетку одной из комнат и спустились во внешний двор. Оттуда, воспользовавшись тем, что сотрудники охраны по неустановленной причине не контролировали вход пропускного пункта, вышли за территорию СИЗО и совершили побег. Аслан Кубахия с сожалением констатировал, что о побеге, который произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября в 2 часа 36 минут, доложили только в половине 10 утра. Они убежали в Грузию. У нас есть уже 100% достоверная информация. В тот же день, в ту ночь. Вот только 9:30 нам доложили о том, что там произошел побег. Соответственно, я это все связываю, что пока те же преступники, которые должны были перейти государственную границу, где мы перешли, после того только, не перешли бы они до вечера, наверное, до вечера нам никто не думает. А тем, кто убежал, пусть никто не думает, что они будут спокойно там припеваючи находиться. У правоохранительных структур, у силовых структур есть разные формы и методы борьбы и с этой категорией людей. Далеко, как говорится, не убежишь. Это вопрос чести, это это наша работа. Вот сейчас перед вами была встреча с президентом, где четко поставлены эти задачи. В принципе, они понятны всем нам. И те, кто ушел, но если думает, что он ушел на территорию Грузии, и он находится в безопасности, он глубоко ошибается. На сегодняшний день 9 сотрудников следственного изолятора, в том числе и начальник, задержаны в связи с подозрением в пособничестве при побеге 3 преступников. Еще одна сообщница сбежавших, капитан галской милиции, которая посещала их накануне, задержана по подозрению в финансовом обеспечении всего плана побега. В отношении всех этих сотрудников правоохранительных органов заведены уголовные дела. 9 человек у нас арестованы. Вполне возможно, что будет и 10. Роль каждого человека будет известна. Я не могу сказать, что это организовал начальник тюрьмы, я не имею такого права. Если и про кого-то, но факт предательства налицо. Роль каждого это уже определит следствие, суд и все остальное. Но хочу сразу заявить, что если бы раньше к такой категории людей, кто организовывал бы, подход был бы такой же, который, как мы сейчас поступили, для всех шок. Как это раньше так вот, как бы не планировалось, никак бы не делалось такие вещи. Вот взяли и посадили. Как это так? А как по-другому быть? Но все было сделано так, чтобы эти люди беспрепятственно ушли. Даже видеокамера, знаете, люди выходят там обычно, да, вот если он вырвался на свободу, таким быстрым шагом, люди вышли так как быстрым шагом, а потом тихо пошли. Знаете, они как бы не переживают, что сзади кто-то там побежит. Министр подчеркнул, что будут серьезные кадровые перестановки в структуре МВД и сообщил, что уже назначен новый исполняющий обязанности начальника СИЗО. Это герой Абхазии Рауль Крия. Ранее он был командиром специального подразделения МВД. Аслан Кубахия рассказал и о ходе расследования по другому резонансному делу – похищении гражданина России, предпринимателя Вачагана Петросяна. Как сообщил министр, на пути следования из Сухума в Очамчиру около Тамышского поста предпринимателя догнала милицейская машина. Через громкоговоритель ему велели принять вправо и остановиться. Завезли в село Цагера, есть такое заброшенное село. Его служебная машина и еще машина, как говорится, преступников были сожжены в этом же селе. Хочу сказать, что
пострадавшая сторона не идет на контакты. Мы их тоже понимаем, мы их особо тоже не беспокоим. Мы их тоже понимаем, что для них самое главное – безопасность их человека. Но при очень скрупулезной работе, я думаю, что мы достигнем. Я вас уверяю, что оперативные службы и СГБ, и МВД 24 часа занимаются этой проблематикой. Вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахия заверил журналистов, что максимально будет информировать СМИ о ходе и результатах расследования по этим делам. Амра Амичба, Алексея Гухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение.